отказывались? Я думал, что мы недостойны хейта. Я в воротах. Мы тут как-то обсуждали с Давидом Зукаевым футбол. Я говорю, моя роль, вот как вы сказали, насчет Хапова, что он чуть-чуть набрал, и мяч так или иначе в него попадал. Вот я хочу вот так же. То есть я звезд неба не хватаю. Если мяч будет в меня попадать, я не против. Вот прыгать за ним, пожалуйста, не надо. Такой тарантиновский наезд, видел? Да, пожалуйста, на меня камеру. Все, работаем. По большому счету, здравствуйте. Вас слышно, коллеги. Попрошу больше профессионализма. По большому счету, здравствуйте. Снова вечер пятницы, и снова с вами мы. Подкаст «По большому счету». Позвольте представить вам моего бессменного соведущего. Если бы мы были героями книги Мигеля Сервантеса, я бы мог его охарактеризовать как Санчо Панса. Георгий, добрый вечер. Добрый вечер, Руслан. По большому счету, здравствуйте. И хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя, легенду остинского футбола, легенду российского футбола Артура Сардионовича Пагаева. Артур Сардионович, добрый вечер. Добрый вечер. Рад видеть вас у нас в гостях. Взаимно. Спасибо, что нашли время. У нас сегодня будет, можно сказать, долгая беседа, но, как всегда, по традиции мы хотим начать со спортивных новостей. И, наверное, самая главная спортивная новость для нас, для осетин, да и в целом для любителей борьбы России, пожалуй, и мира, это прошедший чемпионат России по вольной борьбе. В прошлой передаче мы с Георгием немного пошутили про то, что бывает, когда наши борцы проигрывают в целом на настроении, как это отражается в нашей республике. И шутка оказалась достаточно пророческой. Поэтому, собственно, я сегодня... предположить, почему, да, ты в черной футболке сегодня. Да, поэтому, собственно. Следили вы за чемпионатом России? Как вам в целом впечатление? Первым долгом хотел бы всех поприветствовать, всех телезрителей. Это интересная передача. Что касаемо непосредственно тех разочарований, которые потрясений после этой России, чемпионата России, конечно, нам всем больно, любителям борьбы нашей. Почему? Потому что мы привыкли всегда, когда они на пьедесталах выигрывают, особенно чемпионаты России. Поэтому здесь, конечно, что-то говорить мне как некомпетентному человеку, конечно, тяжело. Но я надеюсь, есть у нас люди, которые тренера, те же специалисты вольной борьбы, которые спокойно сделают выводы с проделанной работе. Почему? Потому что я так не смотрел особо. Очень много работы в академии с футболистами. Но что хотел бы заметить, вот до этого приезжала к нам команда «Дагестан». Была схватка Дагестан-Осетия. И вот там уже пошли позывы. Я еще раз говорю, может, я не так разбираюсь в вольной борьбе, но, глядя на те соревнования, мне почему-то проскальзывали моменты, где нам чуть-чуть надо дорабатывать. Не чуть-чуть, а много. Я думаю, ваша оценка совершенно абсолютно справедлива. Георгий, твои впечатления? Я тоже соглашусь с Артуром Сардионовичем. Для меня вот этот результат на чемпионате России, он был как бы, как сказать, я не удивился, к сожалению, потому что я все эти эмоции разочарования испытал еще в Каспийске на второй матчевой встрече ответной, где наша сборная также проиграла, уступила дагестанской команде. И, наверное, из-за этого как бы вот этот чемпионат России для меня, как я уже сказал, я не удивился. Вот, Артур Сардионович, вы сказали, что не берете на себя ответственность углубляться, да, в тематику борьбы, но для этого мы с Русланом здесь сидим, чтобы... Мы люди ответственные, поэтому эту ответственность мы можем взять на себя. Да, поэтому... Будьте еще объективны. Да, мы будем поэтому, стараться. Руслан, твое мнение? Почему так? Мое мнение, как что я разные комментарии видел, разные мнения слушал за это время, которое прошло с чемпионата России. Кто-то говорит, что это была случайность, кто-то говорит, что это закономерность. Я думаю, что
когда случайность повторяется, это уже становится определенной тенденцией. И в такие моменты, как мне кажется, и тренерам, и спортсменам, и федерации, в том числе вольной борьбы, я не знаю, что у них там происходит, честно говоря, но как мне кажется, насколько я знаю, вот в такие моменты нужно, если можно применить такой термин, пересобраться. То есть та структура, та схема, по которой работала та же федерация, те же тренеры, она уже, видимо, не работает в нынешних реалиях, и нужно как-то перестраиваться, пересобраться опять-таки. Потому что объективно наши ребята... И не сказать, что они были слабее. Вот это самое удивительное. Все 3 лидера, которые выступали от нашей республики, я бы не сказал, что они были слабее. Просто, как говорил наш старший Джамбулат Ильич, да, Борис по-осетински, его знаменитая фраза. Вот такое ощущение складывалось, что они не боролись по-осетински. А если и боролись, то делали это только в последнюю минуту. Начинали бороться, когда уже они объективно проигрывали. Вот мое мнение такое. Ну, не могу не сказать также про тех, кто, скажем так, проявил себя. Лично мне понравились 3 наших борцов. Это Инал Челдиев, это Алан Кудзоев и в 57 Тунджай Вердиев. Да. Причем при этом, кроме Тунджая, вот он завоевал бронзовую медаль, а остальные 2, они как бы, остались без медалей. Но все равно они как они боролись, какой у них был настрой, мне, они очень сильно понравились. Вот помнишь, что у нас сидел в гостях боксер Давид Зукаев, мы с ним как раз обсуждали эти переломные моменты в карьере. Так да. Мне кажется, что у этих 3 борцов, они на пороге этих перемен положительных, как мне кажется. Поэтому, да, все мы видели отрицательный результат, но не мог не отметить этих 3 людей. Естественно, те, кто вышли в финал, они достойны уважения. В принципе, всегда у нас последние годы, 3-4 человека стабильно выходят в финал, а уже, как говорится, финал, наверное, это 50 на 50 в нынешних реалиях, скажем так. Поэтому в этот раз сложилось не в нашу пользу. Опять-таки я повторюсь, что на прошедшем чемпионате России, прошлогоднем точнее, что на прошедшем чемпионате России этого года у меня не было, я, конечно, не профессионал вольной борьбы, но... Как и я. Ты все-таки больше. У меня не было ощущения, что наши ребята слабее. У меня было ощущение, что они сильнее, но что-то у них не так идет. Назовем это так. Я видел, что они, как будто бы своим глазом, я видел, что они могут одолеть своего соперника, но как будто бы они не делают этого. Вот такое у меня впечатление складывалось. Опять-таки, хочется сказать, что эта манера посыпать голову пеплом, к которой прибегают болельщики борьбы, которых, с одной стороны, можно понять, это не следует делать, потому что, что бы ни говорили, у нас есть и молодое поколение, у нас есть нынешнее поколение, которое еще вполне боеспособное, и за которым хочется следить, и в которое веришь как болельщик своей республики. Хочется верить, что они еще себя покажут. Будем надеяться на это. Артур Сардионович, вы, как мы все знаем, работали в Дагестане 2 года. Может быть, вы замечали за ними что-то особенное, по-особому, может, они тренировались как-то. Понятное дело, вы из другого вида спорта, из футбола, но все-таки моменты в характере, может, в быту, как у них все устроено. Может, что-то вас удивляло в них, может быть. Знаете, в свое время играл ЭТО в Анжи, Махачкале. И он произнес такую, можно сказать, золотую фразу. «Пахать как черный, чтобы жить как белый». Вот это я там заметил. Именно в Махачкале, вставая рано, всегда на зарядочку, молодежь всегда тренируется. Может, они и без присмотра тренера тренируются, но они всегда пашут. Там у них есть горочка, куда все бегут. Кроссовые работы. Может, кто-то, Руслан, может, попадался. Нет. Идет асфальтированная дорога, идет достаточно длинная. И в основном все,
кроссовые работы, именно вот эту скоростно-силовую работу, они выполняют, бегут туда, ну, где-то подниматься, где-то полчаса туда только. И что я замечал, там меньше машин было, нежели ребят, которые постоянно бегали туда. Одним словом, они пашут. Вот это я заметил, это в глаза бросалось. Тренируются что на пляжах, что в залах. Вот это, конечно, надо отдать должное. Ну, если ты работаешь в то время, когда твой соперник спит, естественно, ты выигрываешь. Я еще, знаешь, на какой себя мысли не так давно поймал, что если бы у нас по утрам столько же молодежи собиралось в спортивных локациях, назовем их так, как вечером на всех вот известных локациях, где там кофейни и различные всякие заведения, потому что вот проезжаешь вечером или находишься на этой локации, и очень много молодежи, а утром выходишь на ту же там, новую набережную, да, на новую водную, и нет столько молодежи. Нартон, дендрарий. Хотя, опять-таки, у нас, вспомним те же 90-е, когда ничего не было, да, и молодежь стремилась к спорту. Даже наши ребята рассказывали, что они там поднимали, лишь бы поднимать, что угодно, лишь бы поднимать. Сегодня, когда есть все условия, когда есть залы, когда есть спортивные площадки, все равно молодежь не тянется к этому. Вот это вот тоже большая проблема. В целом для нации, не только для борьбы, это в целом для нации, это, как я вижу, это большая проблема. И хочется, чтобы по утрам, вечером, кому как удобнее, ребята все-таки больше уделяли спорту внимание. Ребята, девочки, молодежь наша, чтобы больше уделяли внимание спорту. А я, как правило, вот утром выхожу, утром на зарядке. Бывает, кому за 50, кому за 60. Ну, молодежь бывает, но она реже. Я в одно время ходил часто гулял по Олимпийскому парку, и там сколотилась такая достаточно серьезная группировка из людей 60+. И там они уже дошли до того, что они там сделали свою зарядку, здесь все свои мероприятия провели, накрыли себе столик и там сидят. То есть очень плодотворно проводили... Да, очень плодотворно проводили время. Итак, Артур Садионович, перейдем к вам. Вы человек достаточно интересный, но редко ходите на интервью, редко даете какие-то комментарии по тому или иному поводу. Вот мы решили вас немножечко вывести на чистую воду, скажем так. Расскажите, пожалуйста, давайте начнем с самого начала. Расскажите о своей юности, как вы попали в спорт, благодаря кому вы попали в спорт, куда вы попали в спорт, в какое заведение? Ну, если вернуться чуть-чуть в историю, родился я здесь, в городе, на Ракете, улица Веселая. Там жили мамин и папа, и мама. Как бы отец у меня родом с Южной Осетии. Первое время как-то он и на шабашки ездил очень часто. Я находился с матерью. Ну и до 5 лет я рос здесь, а потом отец, накопив на шабашки деньги, купил домик нам в Карджине. И вот я где-то в 5-6 лет перебрался в Карджин с матерью. Ну, отец также продолжал работать, ездить как бы. И определенное время, где-то я с 1 класса по 3 я жил в Карджине с матерью. Брат у меня был младше, ну, на тот момент его еще не было. Он где-то на 5 лет младше меня. Ну, естественно, таких условий там не было. Это площадки, каких можно на пальцах пересчитать. У нас стадион в Карджине был в то время, хороший газон был. Ну, а так бегали, вот собирались во дворах, двор на двор. И вот так играли. Потом я переехал, мать жила в Ольхотово, прожил там около 3-4 лет. То же самое там стадион, дворовые, таких условий особо не было. Ну, и потом отец приехал уже как-то, он обосновался в Карджине, я вернулся к отцу. Это был уже где-то 8-9 класс, и там у нас был физрук Олег Бугадзов. Благодаря его стараниям, усилиям он меня привез в город здесь на юность. И вот так вот я попал в спецкласс. Это уже был 8-9 класс. Угу. Ну, я годик еще поездил, правда, с села. Успевал всегда на тренировки. Ну, а потом во втором интернате я 2 года провел спецкласс. Это под руководством Анатолия Васильевича
Кочетова, Хаев у нас был, Руслан Михайлович, тренера. И вот так я попал в город, как бы. Ну, после 11 класса, годик я еще побыл в Эристоне. Это команда такая, раньше Эристон называлась, «Строитель». Мы выигрывали республику, КФК удачно достаточно играли. И вот этот годик. И следующий год уже пришел Валерий Георгиевич, и меня пригласили на сборы. Мгм. Это получается где-то 90-й год. 90-й 89-й мы вышли. Нет, 89-й. Почему? Потому что в 89-м мы вышли в высшую лигу. 90-91 это уже чемпионат Союза мы еще застали. Ну и вот так, можно сказать, в процессе, как я находился в команде, я, потеряв столько времени, естественно, дети 6-7 лет приходили на занятия. Ну, у меня это время все выпало, можно сказать, до 8-9 класса. Если так посчитать, 9-10 класс, я, приехав с села, 2 года побыл, еще год в Эристоне и попал в команду. Вот а что вас, вот, хочется подробнее, больше всего удивило, когда вы вот сделали, скажем так, этот скачок, да, попали в профессиональную команду уже, вот, может быть, что-то вам пришлось менять в себе самом, да, как-то соответствовать, может быть, вот первое впечатление, вы попадаете во взрослую команду профессиональную. Ну, естественно, это даже находясь в тренировочном процессе до того, пока не попал я в команду, я даже и не мечтал. У меня даже в мысли, я просто любил играть в футбол, и все. А то, что там за этим следует команда мастеров, высшая лига, победы в каких-то чемпионатах, мне это даже и не снилось во сне. Поэтому как-то человек был предан своей работе, как бы, работа ее назвать тоже в таком возрасте. Я любил тренироваться, любил играть, поэтому как-то, видимо, когда ты трудишься, и боженька тебя погладит в определенный момент. Да, что бы ты ни делал от души, Да. ты когда делаешь, что, конечно, бывает результат. А вот на тот момент школы спортивные, футбольные, в частности, какая была лучшая из них? Была ли сильная такая конкуренция? Исходя из того, что я в основном в селе жил, вот приехав уже в 9-10 классе, ну, тогда было много спецклассов, что было очень полезно. А вот эти спецклассы, там были какие-то особые условия? То есть какие вообще условия на тот момент были для молодого парня, который вот попадает в спецкласс? Ну, если так распорядок вам рассказать, вот я жил в интернате, у меня там была как бы своя шхонка, кровать, со мной жили боксеры ингуши, а у них был спецкласс по боксу. Как бы. И вот днем день начинался зарядочка, потом мы шли на учебу, естественно, обед, тренировка, которую мы выполняли уже общекомандная. Ну и вечером я еще успевал в ГМИ по горочке побегать. В общем, где-то 3-4 раза в день тренировка проходила. Ну, можно было уложиться в 3-4 тренировки. Как правило, сегодня дети тренируются 1 раз в день. Я уже не говорю, что вот даже индивидуально выходя. Поэтому если вот даже сравнивая то молодежь и то поколение, ну, я ничего плохого не хочу говорить в адрес нынешнего поколения, но тогда мы больше хотели. Мы больше для этого прилагали усилий, можно так сказать. Быть может, просто на тот момент не было столько отвлекающих факторов для молодежи? Ну, естественно, телефонов у нас в то время не было, конечно. Да, и в целом, наверное, вот эта вся компьютерная периферия, да, в которую можно и телефон включить. Но в то же время это заставляло тебя оставаться со спортом 1 на 1, что самое главное. И с собой 1 на 1 временами. Да. А когда очень много времени, ты что начинаешь? Отвлекаться. Когда очень много свободно. А когда ты думаешь только о футболе, когда ты тренируешься, времени, как правило, не бывает. Это утром тренировка. До тренировки ты еще на зарядочку, потом позавтракал, еще тренировка в 11, пообедал, поспал, вечером еще и день проходит. У тебя как будто времени даже и не хватало. Вот так вот, дорогие зрители, мы снова поднимаем наболевший вопрос о целесообразности использования молодежью гаджетов. Да. Давай, отлично, Артур Сарденович, вы как раз ответили
на наш следующий вопрос, да, чем то поколение отличалось от нынешнего. Теперь хочу поговорить про вашу позицию, да. Вот мне интересно, как вы пришли к тому, что хотите быть защитником. Может быть, вначале вы были нападающим. Я почему спрашиваю, потому что по традиции, да, у нас в Осетии все либо вратари, либо нападающие, как бы все остальное. Как бы вот вы как себя искали, свою позицию? Мне вот это интересно. Ну, может, я для себя столько не искал, сколько тренера, наверное, для меня выбирали. А так, вы правильно подчеркнули, я приехал как бы с учетом того, что буду играть впереди. Но мальчик, приехавший с села, там первые игры, где-то, может, волнение. Чуть-чуть я как нападающий себя не проявил. Ну, и тренера решили попробовать. И первый же у нас турнир, если я не ошибаюсь, помню, в Нальчике был. Я здорово отыграл практически весь турнир. Просто с нуля поставили центрального защитника. Как бы и когда ты получаешь от игры удовольствие, когда этот вид спорта тебе доставляет, это что может быть лучше этого? Да. В какой бы позиции ты ни играл, если ты получаешь удовольствие от своей игры, значит, это твоя позиция. Артур Садионович, по поводу перехода уже с юношеского футбола во взрослый. Как он у вас ощущался? Вы ставили перед собой какие-то цели? Было ли для вас это ожидаемо? Вообще, какие вы эмоции испытывали, когда вот вас первый раз вызвали в большую команду? Ну, я помню, мы играли, как раз пригласил Валерий Георгиевич, молодежь. Там было очень много молодежи. У нас проходил сбор в Лиселидзе. Это раньше была база «Динамо Тбилиси». Они всегда базировались там, как бы играли, предсезонные подготовки проводили там. И мы поехали, мы были на сборах в Сухуми, в Ишерах, может, Руслан, ты бывал когда-нибудь? Нет. Это была база сборной СССР по всем видам спорта, очень большая. Была машина там, конечно, для спортсменов это. И там была игра у нас «Динамо Тбилиси». Ну, я, честно говоря, даже не ожидал, что меня тренер поставит в основном состав. Ну, видимо, что-то хотел проверить Валерий Георгиевич. И назвал меня состав. Я, правда, был и не готов. И бутс не было. Правда, потом Юра Газаев мне дал на 3 размера больше. У меня бутсы были. Ну, я отыграл здорово. Тот же состав. Это еще чемпионат Союза. Ну, те же... У нас забили, кстати, те игроки, которые в «Динамо Тбилиси» играли. 2. Это один забил Бахватидеев. Он пришел с «Динамо Тбилиси». Чкариули забил, который играл в свое время за 3-2 мы выиграли эту игру. И после игры, как сейчас помню, Александр Стельмах принес мне бутсы. Ну, и радости мне не было. Я понял, что я попал в команду. Я был на 7-м небе. Мотивация была на пиковом уровне, да? Ну, как бы были мысли играть в футбол. Такого, конечно, как я вот замечаю сейчас молодежь, эта наглость, она нужна где-то в свое время, когда ты хочешь всем видом показывать, что я заслуживаю играть в основном составе. Нет, ну, в наше время чуть-чуть скромнее были как-то посылы эти. Но в то же время, сыграв игру 2 удачно, ты уже... Это уже для тебя праздник. Ну, конкуренция сильная была, приходилось... Конкуренция была хорошая, да. Валерия Георгиевича всегда была конкуренция очень мощная. Поэтому здесь надо было всегда отвоевывать свое место в составе. Хочется про Валерия Георгиевича поподробнее. О его методиках, да, ходят легенды. Вот, на самом деле были такие вот сильные нагрузки у вас? Ну, в плане нагрузок я бы согласился. Требования в нагрузке высокие. К моему счастью, я очень быстро адаптировался к этим нагрузкам. И очень больно было смотреть на тех, кто только начинал переносить их. Поэтому, конечно, нагрузки были сумасшедшие. Но мы и играли в такой футбол, где очень много надо было двигаться. Это тот же прессинг тогда он применял, поездивший уже в Италию. Может, вы помните, он и тренер Милана Капелло тогда был. И вот тогда только начинали играть прессинг. Здесь это было в новинку, да? И мы, я думаю, и в России это было в новинку. Мы за счет этого и выиграли чемпионат России. Почему? Потому что «Спартак» тогда мог спрятать мяч так, что ты мог его за 90 минут и не увидеть. Но
при развитии атаки «Спартака», конечно, вот именно там мы пресекали уже. Прессинг – это что? Это когда мы атакуем на половине поля соперника уже, лишая его времени и пространства. То бишь раньше футбол был какой? Мы получали мяч, мы могли развернуться, посмотреть, где находится, к примеру, справа мой защитник, спокойно передать. Сейчас это все время, оно все сокращает. То бишь уже просто так принять мяч, посмотреть уже никто не дает. И я думаю, весь спорт на сегодняшний день стал более скоростным, более атлетичным. И когда раньше ты мог принять решение, приняв мяч его, то сейчас надо до приема мяча, ты должен уже видеть развитие атаки. Как в шахматах, да? На 2 шага вперед видеть своего поэтому соперника. все меняется. Но я думаю, в целом весь спорт меняется. Очень скоростей много становится и много единоборств. Именно футбол. Да, методики в каждом виде спорта, они все равно меняются. И кто-то что-то новое вносит, другие от него убирают. Ну, это нормально, это играли в прогресс. современный футбол. И то, что ваш вопрос, Валерий Георгиевич, тогда... Вот мы за счет прессинга этого, и, можно сказать, выиграли 2 чемпионата. В 95-м и 96-м. Вот интересно, учитывая то, что в команде было много легионеров, но при всем при этом вы были очень такими сплоченными, командный дух был очень сильным, да, вы бились друг за друга. Вот как он сумел вот вас объединить так, как мотивировал? Вот. Ну, я думаю, в этом и заключалась его изюминка. Он был очень сильным мотиватором. Поэтому, выходя на игру и касаемо что его установок, это бывало что-то. Поэтому нам оставалось после таких установок выходить и играть то, что мы можем. А так, именно вот его настрой всегда прививал любовь. Всегда я помню его слова: что бы у вас ни болело, выйдя на поле, болельщику без разницы. Вы должны показывать футбол на 5. А там, что у вас болит, ему это неинтересно. Он бросил семью, нашел время прийти посмотреть. Поэтому вы должны также отплачивать и болельщику. Это его слова были всегда. И мы вот этот порыв ловили вместе с болельщиком. Вот это одно дыхание, как бы. Ну, времена меняются. Я бы даже сказал, мы в свое время даже болельщиков знали всех в лицо. Сейчас, если спросите, поэтому была такая любовь именно... Своеобразный фан-айди, да? Да. Скажите, Артур Сардионович, а вы, будучи в Алании, впервые начали свои матчи в Лиге чемпионов. Какое у вас впечатление было от встречи с западными коллегами? Первое, это была у нас кубковая УЕФА была игра. Не Лига чемпионов, а УЕФА в Боруссии. А первая Лига чемпионов, по-моему, с Ливерпулем мы играли, если я не ошибаюсь. Ну, Боруссия, это УЕФА была игра, конечно, это такой соперник, если я не ошибаюсь, по-моему, он в этом году уже стал, или в следующем они выиграли этот кубок УЕФА. Ну, мы приехали, на тот момент исполнял обязанности Яновский, если я не ошибаюсь. До игры очень было такое ажиотажное, было все и состояние, и как бы и болельщики с нами полетели. Первая игра УЕФА. Ну, выйдя на игру, все это как бы улетучилось, хотя игра была очень напряженная. В этой игре мы, если честно, отскочили. Благодаря нашему вратарю Зауру Хапову. Он до игры набрал пару килограмм лишнего, это его и спасло. Мяч куда ни летел, все в него попадало. Игра, сыграли мы здорово, конечно. Ну, если брать в целом по всем играм Лиги чемпионов и та же игра в Ливерпуле, нам немножко не хватило опыта выступлений. Поэтому, если бы такой опыт еще более-менее... Да, то, что мы старались изо всех сил. Но иной раз в спорте не только эмоции, а чуть-чуть надо включить и голову. Поэтому вот эти эмоции, они где-то перехлестывали, может, и... не заставляли правильно думать. Больше борьбы было, нежели, может быть, в каких-то моментах разума. Ну, турнир, конечно, запоминающийся. И это гимн Лиги чемпионов заставлял. Мы играли в Ливерпуле тогда, ответную игру здесь проиграли. И они этот гимн поют болельщики. Ну, вот когда запели, это было что-то. Аж мурашки пошли. А минут 15 не мог в себя прийти еще.
В общем, вы Лигу чемпионов самых лучших мест смотрели. Да. Подводя итог, да, этапа вот вашей карьеры игрока, почему, как вы думаете, вот этой команде не удалось в будущем повторить такой же успех? Ну, я думаю, в 96-м вы имеете в виду, что в следующем году. В 96-м лично для меня, я считаю, это тоже успехом. Ну, но вот я думаю, последующий. Валерий Георгиевич, Извините, пожалуйста. Я воды поперхнулся. и Валерий Георгиевич говорил и говорит за это, что мы выиграли 2 раза. В принципе, если так брать, мы так себя не утешаем, конечно. Но по окончании чемпионата мы по всем результатам заняли 1-е место. Что там кто придумал, конечно, сейчас это все история. Ну, достойно провели и 96-й год. Хотя уже в 96-м соперник по-другому настраивался. Они знали, что команда стала чемпионом. И здесь, конечно, надо было еще больше прилагать усилия, чтобы повторить свой успех. Ну, так получилось в золотом матче. Здесь, конечно, мы немножко перегорели. Вот этот ажиотаж, который до игры был, он, конечно, очень сказывался. Нас и отвезли в Питере, где-то вообще спрятали. Но где-то мы, наверное, перегорели. Особенно начало игры. Чуть-чуть мы не освоились вовремя. А во время игры перестроиться уже тяжело. Поэтому какую-то нить игры мы потеряли, хотя могли по ходу и Назим, если бы забил, там ничья, я думаю, мы бы их не отпустили. Ну, это футбол. Ну, да, я думаю, на это и рассчитывали те, кто придумал этот золотой матч в самом конце, да, сезона. Теперь касательно, Артур Сардионович, вас лично. Вы на достойном уровне играли. Вы играли не хуже тех игроков Алании, которые впоследствии перешли кто в АПЛ, кто в Бундеслигу, кто в Голландию. Ну, то есть вы играли на том же уровне, но при всем при этом вы остались в клубе. Не было ли у вас желания, не было предложений? Вот интересно. Желания, если честно, не было, потому что у нас все шло хорошо, как бы. А что самое главное, мы играли, коллектив был хороший. Особенно 95-й год, вот мы, если помните, играли в финале с Атлетико Мадрид. Выиграли, да. Ну, я слышал, какое-то предложение было с их стороны. Ну, на этих разговорах все так и закончилось, как бы. Только слышал разговоры. Хотя в тот год и мы стали чемпионами, Атлетико Мадрид, по-моему, стал, если я не ошибаюсь, чемпионом. Ну, я считаю, что я провел лучшие годы в своем родном клубе, в родном городе. Поэтому сожалеть о чем-то я не сожалею. Тем более то время, когда и молодой был, и сил много было, и здесь футбол хороший мы показывали. Естественно, хотелось поучаствовать и в Лиге чемпионов, на уровне сборных. Но как получилось, так и получилось. А вот тот легендарный рекорд, да, 289 матчей в составе Алании высшей лиги вы провели. Вы обращали на это внимание как-то? Я никогда не обращал, тем более в нынешнее время, что футболист может со сезон сыграть до 50 игр. Да. Просто в то время, конечно, игр было мало. Так можно было больше набрать. Сейчас футболисты за сезон могут сыграть 50 игр. Вот если бы умножить эти 50 на 20 лет, что я провел, была бы другая цифра. Руслан, ты же хотел обсудить чемпионат мира. Я хотел обсудить чемпионат мира, как ранее сказал мой коллега, предыдущий оратор. Куда без него? Хотя мы... Давай. Артур Сардионович, до вас тут были разные гости из разных видов спорта. Хотел сказать, сферно у нас пока только спортивная передача. И со всеми практически мы обсуждали прошедший чемпионат мира по футболу. Более чем логично будет обсудить этот чемпионат мира с вами. Как у вас впечатления о прошедшем чемпионате мира? Какая любимая команда? За кого болели? Может, кто-то персональный игрок, который вам нравится? По персоналям, если брать, сразу начну, конечно, с Месси. Ну, сейчас, наверное, все говорят Месси, Месси, Месси. Ну, понятно, что это футболист от Бога. Это футболист, есть спортсмен, который тренируется каждый день, прилагает очень много усилий.
есть спортсмен, которому дано оно свыше. Он быстрее думает, быстрее принимает решения. Поэтому, наверное, можно так сказать, это в виде исключения дается мальчику только с самого рождения. Вот Месси это, наверное, один из тех футболистов, которые, ну, можно сказать, футболист от Бога. Это что касаемо чемпионата мира, любимый футболист. Ну и уже практически 40 лет футболисту, но он показывает хорошие результаты, хорошее движение. Ну, а что в целом касаемо по чемпионату мира, ну, я думаю, сейчас все научились играть в футбол. Именно в тактическом плане. Все грамотно перемещаются. Ну, чей стиль вам больше нравился? Вот какой команды? Мне, если честно, очень сильно удивила Норвегия. Мне, Как честно, и меня, вот, да. не беря, допустим, нападающего, там, вот именно командная игра так свободно они играли, так легко обращались с мячом, ну, меня не удивили. Ну, и, конечно, марокканцы мне понравились. Если не брать там какие-то топ. Испания сама по себе, конечно, футбольная держава на сегодняшний день. И их контроль мяча, конечно, здесь противостоять тяжело. Здесь только головой вертеть до поры до времени. Ну, испанцы это, конечно... Ну, вот если брать вот то, что вы сказали про того же Месси, да, то, что он футболист от Бога, но ведь в финальном матче он никак себя не проявил, ничего не показал. Ну, наверное, И уже... это нельзя назвать, что его там Испания прям сильно опекала, что он ничего не мог сделать. Все равно у него были какие-то свободные там коридорчики. Ну, здесь надо, конечно, уже отдать должное возрасту. Если так анализировать, допустим, каждый матч его. Как-то вчера мне кто-то сказал, он меньше всех бегал, но КПД у него было больше всего. Вот. А если взять в расчет то, что я немного так поязвлю, в расчет, что он себя проявил, скажем так, не самыми сильными командами вот на пути к финалу, а уже в финале, встретившись с сильной командой, он ничего толком не показал. Ну, может, этому есть место, но другое дело, на протяжении скольких лет он среди всех. Эту золотую эпоху... Здесь, может быть, я бы подчеркнул, что кто-то с команды не смог чуть-чуть вот этот ему, посыл скорее. как-то поддержать. Почему? Потому что все-таки футбол один человек не играет здесь, 11 человек. И где-то вот это от индивидуального вида спорта и отличает. Что одно дело, один настроился, второй настроился, 10 настроится, 11, если чуть-чуть не донастроился, все. Поэтому здесь такая тонкая нить тоже. А вот правила новые, которые... Введение этих правил граничит с возможностью зарабатывать в FIFA деньги. Это вот двойные перерывы посередине реклама, каждого вот тайма. Вы как к Вообще, этому вот, если относитесь? брать по себе, это для каждого футболиста любая пауза. Это смерти подобно. Я извиняюсь, что такие слова. Ну, ритм подбираю. сбивается, да. Потому что вы правильно подчеркнули, ритм сбивается. Тебе заново надо перезарядиться, перенастроиться. И каждый у тебя чуть-чуть, мы даже вот нервничали, чуть-чуть судья, ну быстрее принимай решение, быстрее что-то, чтобы сохранить, как сказать, Нить игры, правильно, да? да, вот эту нить игры. Поэтому я не знаю, особенно что касаемо новых правил, они где-то не соответствуют. Эти правила, может, писали те люди, которые на футбольном поле не играли. Потому что есть нюансы на поле элементарно. Там, что касаемо руки, она там... Кто говорит, что должна быть прижата, кто... Ну как, если ты падаешь, на что ты должен опору сделать? И есть какие-то там вещи тонкие. Ну, столько лет играя в футбол, допустим, они как-то пока неприемлемы. Ну, думаю, про отмененную красную карточку игрока США мы не будем говорить. Вообще... Там и так все понятно. Артур Сардионович, вернемся ненадолго в ваше время в Алании. Ни для кого не секрет, что на тот момент Алания была это вот местной суперзвездой. В целом, если брать команду, каждого игрока знали наизусть, каждого игрока знали, где он живет, каждый гордился, что пожал ему руку. В какой момент вот вы на пути своего становления как футболиста поняли, ощутили себя знаменитым, вот что с вами начинают здороваться на улицах,
что с вами начинают фотографироваться. Тогда сложнее было с фотографиями, да, конечно, но тем не менее. Ну, мне это никогда не грозило, и сейчас я к этому как-то спокойно Не, ну вы отношусь. скромничаете. Все-таки вы были на Ну, слуху. конечно, это приятно для любого, когда ты идешь там на проспекты гуляешь, тебе подходят, просят интервью. Но вы узнают. помните вот этот переходный момент? Конечно, конечно, это... Ну, я как-то сам себя быстро успокоил. Поэтому это всегда приятно. Признание человека, когда люди подходят, вы по себе это знаете, Руслан. Поэтому это дорогого стоит. Может, ты не подаешь этому эмоции, но, приходя домой, ты все это перевариваешь, конечно. Ну, главное, нос не задел. То есть вы к этому спокойно относились, да? Да, надо наоборот вот это уважение поддерживать еще как-то и отдавать больше людям. Даже за это признание ты должен человеку спасибо сказать. Согласен, согласен. А вот касаемо, как вы себя можете охарактеризовать как спортсмена? И я, допустим, вот по своей спортивной практике знаю, что есть спортсмены, вот условно их назовем роботы, которые четко выполняют все, что им говорит тренер. Вот четко и беспрекословно. Даже если это грозит там перенагрузкой организма спортсмена, он все равно должен выполнить. Есть же спортсмены, назовем их так, которые умеют проводить самоанализ, которые могут в нужный момент сказать, вот давай вот лучше чуть-чуть не доберем, чем переберем в нагрузке, потому что, как мы все знаем, нагрузка чревата ямой, так называемой, нагрузочной, и с которой потом тяжело выбираться, и это долгое время составляет. Вот вы себя как можете охарактеризовать? Ну, вот все, что вы сказали, наверное, это все приходит со временем. Сперва мы фанатично тренируемся, потом мы начинаем понимать, как эта нагрузка ложится на тебя, какие после этой нагрузки бывают последствия, то бишь или в хорошую, или где-то ты попадаешь, как вы подчеркнули, в эту зону турбулентности. Поэтому это, наверное, приходит со временем. Сперва ты пашешь как робот, потом, когда ты начинаешь понимать, как садится нагрузка, потом ты, когда начинаешь что-то выигрывать, уже тогда включается, как вы правильно сказали, где-то, если я вчера поступил, к примеру, недельный цикл провел, я уже знаю, какие там были нюансы, и я выиграл. Я должен также идти и эту неделю по этому циклу. Я просто знаю и больших спортсменов, которые все равно по принципу, вот я обязательно должен выполнить все, что мой тренер мне говорит. Мне в этом плане легче И даже было. больше, да? Я был немного ленивым спортсменом. Поэтому, если где-то надо недоработать, я с удовольствием. Ну, где-то я всегда перерабатывал. Я думал, что чем больше я тренируюсь, тем, где-то здесь это и подводило, конечно. Ну, тогда как с восстановлением было вот во времена Алании? Ну, восстановление что? У нас отличный был бассейн был, восстановительный мероприятие. Массаж наверняка, массаж, да? 2 массажиста всегда. Питание было вообще исключительное всегда. А в плане фармакологии, именно вот спортивного питания? К этому питанию, как сегодня относятся, в наше время не было, чтобы мы вот эти белые массы поглощали. Единственное, фармацевтика всегда, Эдик, сейчас он, кстати, работает с Черчесовым, он всегда, сколько он, наверное, лет 30 на тот этап только проработал. Поэтому он был с большим опытом и до сих пор работает. Таких не было, как сейчас, там ни атомы может поколоть, восстановиться где-то. А так, питание, сон, тренировочный процесс. Сейчас, конечно, более... В общем, рабоче-крестьянское восстановление по нынешним меркам. Артур Сардионович, и практически сразу же после завершения карьеры футболиста вы пошли в тренерство, скажем так. Первым клубом, где вы начали работать, это Анжи, как раз Махачкалинский клуб. Там вы были помощником главного тренера Амари Тетрадзе, да? Насколько? Я был один из помощников. Один из помощников. Помощник там был Цыганков на тот момент. Тетрадзе – это, кстати, ваш бывший одноклубник. В 2006 я закончил, в 2007 где-то, в 2009 он меня позвал. Хочу отдать должное. Это мой близкий человек, как бы. И по футбольным баталиям после карьеры, как бы, и мы общались с ним, как бы, постоянно так, тепло. Он меня пригласил в Анжи. Долго, когда
промежуток, как ты заканчиваешь спортивную деятельность, и до тренерства. Вот чем меньше промежуток, тогда ты плавно переходишь. И больше у тебя свежих мыслей каких-то. Поэтому здесь я только благодарен ему, что он меня позвал. Первый год, конечно, чуть-чуть у нас не получилось, но второй год мы вышли в высшую лигу. Ну и руководство было заинтересовано, всячески помогали нам. Тренировались, трудились как бы и вышли в высшую лигу. Потом, если я не ошибаюсь, в 10-м мы ушли и пришли в Волгу. В Нижний Новгород, да? Да, Нижний Новгород. Кстати, вот там у вас повторилась, мне кажется, та же история, да? Вы вывели команду в высшую лигу. Да, мы пришли, они были где-то в серединке турнирной таблицы. Ну, руководство, конечно, надо отдать должное. Они сделали все условия, которые можно было на тот момент. И летали мы на чартерах. Условия, стадион всегда был в нашем распоряжении. Что касаемо питания, перелета, вообще вопросов не было. Ну, здесь, конечно, и работа Омара Михайловича надо отдать должное. Мы, можно сказать, находясь в середине турнирной таблицы, решили и вышли в высшую лигу. Ну, на следующий год у нас так же получилось, как и в Анжи. Уже в высшей лиге мы хотя и шли в моменте где-то... Очень высоко, я вот как сейчас месте, помню. На первом месте шли, Ростове выиграли, вышли на первое место. Ну, потом, к сожалению, в Краснодаре. И как-то потихонечку, ну, я бы не стал акцентировать внимание, потому что там были и свои моменты какие-то. Ну, прошло время, это уже история. Другое дело, мы и там решили эту задачу выхода в высшую лигу, как бы. Но потом получилось, как получилось. При переходе, да, на тренерскую деятельность, вот по прошествию времени можете сказать, что вам удалось вот все свои мысли, идеи как-то реализовывать в работе? Я бы не сказал, Нет, что да? это только начальный этап был. Ну, идей, конечно, были большие перспективы и поработать в высшей лиге на тот момент. Омаре Михайловичу, он, по-моему, 2 раза взял лучшего тренера России по первому, то бишь вывел и одну, и вторую команду. И вот там уже, конечно, мысли подкрадывались, как попасть в хорошую команду, может, и московскую, высшей лиги. И вот там, конечно, хотелось бы уже что-то попробовать. Но, к сожалению, так получилось, что наши пути разошлись. Сейчас он работает в Уфе, я здесь, в академии. Но мало ли что, может, еще получится. Будем надеяться. Потому что, я же говорил, были очень веселые команды. Я вот Волгу вот эту помню, как там в составе были очень хорошие грузины, игроки был в составе. Кто не за 100 лет, то песня. Да. И тем страннее для меня было, я вот как сейчас помню, хотя тогда сколько мне лет было, но я не понимал, почему команда вроде в верхней части таблицы, но их убирают. И вот как-то у меня вот с тех пор вопросы остались. Вот. Потом, Артур Сардионович, вы возглавили. Это к вопросу о том, какой вклад вы внесли в наш родной футбол, в осетинский футбол. Да, были, наверное, намного более титулованные, популярные как игроки и как тренеры тоже. Но вы возглавили Аланию, это было, по-моему, в 2014 году. В тот момент, когда, наверное, никто не хотел этого делать, потому что, наверное, это был самый трудный период, да, в современной истории Алании. Там и эмблему забрали, и название. Вот полный ноль был на тот момент. Ну, в тот год тяжело было, конечно, да. Я помню, и питались в Баварии, выезжали там на выезды. Дай бог здоровья руководителям Баварии. Но задач, в принципе, как таковых не было. Но для себя я как бы поставил задачу, что, если я не ошибаюсь, там 2 пульки оставалось, попасть в 6, а в дальнейшем 6 это продолжает уже за высшие места. Но, к сожалению, здесь у нас игра не сложилась, здесь с Анжи. Вроде ребята опытные у нас играли, там молодежь играла. Ну, вот эту игру... Плюс не платили зарплаты футболистам. Ну, невозможно, наверное, на сегодняшний вообще что-то требовать, если у футболиста есть профессиональный контракт. Если он
не выполняется, ну, можно поговорить раз, можно поговорить два, но все равно, как бы, и вот эти все проблемы привели к тому, что мне пришлось уйти. Там в дальнейшем историю вы знаете, кто там был, как работали. Но в то время было тяжело, на самом деле. Потому что если твой соперник больше спит, больше тренируется, лучше кушает, наверное. Удивительно, удивительно. Ну и вот вы для себя как этот этап, да, расцениваете как опыт, наверное? Это всегда, конечно. В каком бы ты должен находиться. Не так, что тебя кинули там, купаешься, ты все условия для тебя. Когда все катится вниз, да, наоборот. Этим здесь тебя, конечно, можно и проблемами их назвать, но они тебя как-то закаляют. Ну и футболистам то же самое. Где-то через «не могу» играть. Да, нету сегодня того, что обещали, но будьте любезны. Вы же любите свою Россию, любите свой город Владикавказ, любишь своего соседа-болельщика. Будь добр, тренируйся. Любишь свое дело, в конце концов. Конечно, это дело. А там, я думаю, эти все вопросы решаемые. Другое дело, у кого-то терпения не бывало. Уходил с трассы. Но это в целом тяжелая дорога. Так, давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Сегодня вы главный тренер Академии Алании. Как вам эта должность в целом? Ну, если честно, и раньше как-то были предложения, но я как-то аккуратно относился, потому что специфика детского футбола и специфика, конечно, команды мастеров – это две разные вещи. Можно сказать, здесь детский садик, там уже институт, университет. Но я бы сказал, что работа с детьми здесь, наверное, надо быть как-то от Бога, ты должен с детьми быть. Это очень трудоемкая работа. Ты должен каждому ребенку очень внимательно следить за каждым своим словом, за каждым, быть примером в быту и везде, потому что молодежь, она все впитывает, как губка. Поэтому есть и свои прелести, конечно. Это дети. Детский тренер – это, наверное, Да. самый главный Когда тренер. они выигрывают, глядя на их эмоции, здесь, конечно... Но сколько я вот второй год работаю главным тренером, то бишь курирую тренеров, они уже свои группы, уже как главные тренера, они уже тренируют детей. Поэтому здесь в основном моя работа где-то, может, в методическом плане, разбора игры, где-то сесть вместе, обсудить дальнейшее видение, как видит этот тренер, как он хочет играть, образно говоря, в какую схему, какие посылы. Ну, это чисто уже профессиональные вещи. Поэтому интерес, конечно, большой здесь. Много талантов. Таланты у нас всегда есть, что мы, я думаю, и генетические, что борьбы, что футбола касаемо. Но бриллиант... Да и тяжелой атлетики, чего ж там Да, да. скрывать. Нескромно, Но бриллиант, нескромно, как вы Руслан. знаете, Руслан, всегда надо дорабатывать. Если Согласен. бриллиант, как он в итоге выйдет. Другое дело, он мыслит хорошо, он быстро бегает. Но и душу вкладывать надо, и любовь к футболу вкладывать. Есть какие-то моменты, где надо и приостановить мальчика, когда он начинает уже что-то лишнее себе позволять в футболе. Горделивым становиться, где-то приземлять, чтобы он дальше также плодотворно работал в своем виде спорта. Поэтому работы много, да. Есть же такая поговорка: «Помоги таланту, бездарность сама пробьется». Вот, пожалуй, это очень применимо и в спорте к талантливым, потому что его очень сильно надо постоянно ограждать от всего. Много людей, которые хотят на ранних его каких-то этапах славы, в этой самой славе искупаться, Да. тем самым отвлекать его от его основного Да, дела. у нас мальчик к этому, они учатся в 8 школе на Южном. И, ну, мальчик, правда, одаренный футбольный, он с девушкой знакомился и говорит: не хочешь познакомиться с будущей звездой футбола? В этом плане у нас молодежь чуть... Мы чуть поскромнее были. Ну да. Да, Артур Сардионович, мы побывали у вас на базе Академии, где вы нам рассказали про интересные особенности и нюансы, да, работы главным тренером, поэтому предлагаю нашим зрителям внимательно посмотреть. Как попасть в
в Академию Алании? Какие существуют критерии отбора? Что касаемо критерий отбора, это, естественно, набираем мальчиков, мы с 11 лет каждый год. Поэтому критерий только такой, чтобы смотреть, насколько мальчик быстро соображает в футболе, насколько у него техническое оснащение, ну и, конечно, физически это скорость, хотя они еще и маленькие, но все эти качества, конечно, мы просматриваем. Для этого подбираются специальные упражнения, эстафетки те же. Поэтому все качества, которые касаемы непосредственно футбола, мы тщательно вместе с тренерами, советуясь, ставля галочки, плюсики, минусы, и вот так набор. Ну, а набор идет он каждодневный. Помимо того, что в день набора, потом еще селекция идет каждый день практически. То есть под наблюдением Академии, можно сказать, практически все дети республики? Да, практически все дети. Артур Сардионович, я точно знаю, что в подобных школах, в подобных академиях существует такая проблема, как отношения с родителями спортсменов, в данном случае футболистов. Мне интересно ваше мнение, как вы с этим справляетесь, как вы с этим боретесь. Все мы знаем, что для каждого родителя, да, его ребенок самый сильный, самый талантливый, самый способный. Часто ли бывают моменты недопонимания с родителями, которые, может быть, в каких-то моментах остаются недовольными с течением дел детей в академии? Вот как вы справляетесь с такими ситуациями? Ну, ситуации, вы правильно сказали, каждый ребенок для своего родителя, он дорог первым. Поэтому он у них самый умный, самый быстрый в футболе. Поэтому здесь надо беседовать, собирать и родителей, то, что мы делаем, общаемся. Естественно, когда первым долгом приводят родителей к тренеру, допустим, к тренеру возраста, у него есть помощник, они приходят с доверием как бы. Поэтому я всегда говорю, коль вы доверились уже специалисту, в дальнейшем под сомнение его как бы и знания, и опыт его ставить нельзя. Поэтому это беседы проходят, они, может, не так часто. Некоторые родители подходят с пониманием, некоторые хотят, чтобы их дети быстрее заиграли в футбол. Ну, спорт – это такая вещь, где надо трудиться днем и ночью и доказывать это каждодневно. Поэтому мы стараемся общаться, еще раз говорю, и как-то доводить до родителей, чтобы они чуть-чуть спокойнее относились к этим моментам. Артур Сардионович, такой вопрос. Берете ли вы пример с других академий, более крупных, знаменитых, скажем так, например, Краснодарской академии? Можем пойти еще дальше, Ла Масия, Барселоны. Какой подход вам ближе? Либо наша Алания, скажем так, идет по какому-то своему пути в этом плане? Ну, конечно, здесь сравнивать на сегодняшний день тоже Ла Масию, Академию Галицкого с нашей академией смысла нету. Почему? Потому что условия, конечно, не такие прекрасные, как и в том же Краснодаре. Поэтому надо исходить из того, что у нас есть. К примеру, вот у нас есть здесь 2 поля. Хотелось бы побольше полей, чтобы тренировочные, восстановительные мероприятия, чтобы были. Это уже в возрастных группах. Если детей это не так касается. А так, что касаемо зала, вот, тренажерного, в принципе, в академии все необходимое есть. Ну, пока нам до Академии Галицкого далеко, конечно же, тренера берут что-то хорошее, подчеркивают для себя и в тренировочном процессе. И в плане беседы, это самое главное, с ребенком надо постоянно беседовать, чтобы он показывал свои лучшие качества в футболе. Его надо расположить, поэтому работа с детьми, она более специфичная. Здесь надо быть и отцом, и тренером. Ну, много тонкостей, много деталей. Вот раз уж мы уже упомянули другие академии, Артур Сардионович, интересно узнать, за время вот существования академии появились ли, скажем так, у нас, имеется в виду Академия Алании, уже принципиальные соперники, как в Южном федеральном округе, может быть, даже по России? Ну, что касаемо, мы проводим Россию и ЮФЛ, это по Южному федеральному, поэтому здесь, конечно, серьезный, та же Академия Краснодара, тоже КК, тоже АФИП сейчас, который недалеко от Краснодара, в 30 километров. Я думаю, это больше Кубань.
Ну вот они пошли сейчас на хороший уровень, выходят. Почему? Потому что у них прекрасные условия. Там же им передают те дети, которые не подходят, к примеру, в Кубани, Краснодаре, они их плавно переходят в Афипск. Поэтому набор, в плане набора там выбор побольше. Артур Сардионович, перейдем уже непосредственно к вам. Мы вас все знаем как легендарного футболиста, рекордсмена Владикавказской Алании. Также впоследствии вы работали тренером, но мы вас все знаем как тренера взрослых команд. Вот насколько трудно вам было переключиться на детей, скажем так? Может быть, что-то кардинально поменяли в себе? Или это только нам, обывателям, кажется так, что между взрослыми и детьми огромная разница? Может быть, это не так? Ну, конечно, переходить тяжело из взрослого профессионального футбола в детский футбол. Естественно, знания остаются те же, но подход, именно хотел бы подчеркнуть, когда ты сталкиваешься с детьми, здесь уже такой подход, где тебе надо подходить уже как и отцу, как и педагогу, еще раз подчеркиваю. И больше, наверное, общения в плане психологии, пообщаться с ребенком так, что ты мог вытянуть от него лучшие качества футбольные, чтобы он это с легкостью делал, с доверием. Когда ребенок скован, естественно, ничего не получается, он нервничает, а когда на футбольном ты нервничаешь, как правило, у тебя один брак. Поэтому здесь, я думаю, больше подход детям такой ментальный, психологический, чтобы ребенка настраивать на хороший результат. А вот как они к вам относятся? Понимают ли они под руководством какого специалиста, какого в прошлом футболиста они живут, тренируются и вообще обучаются? Ну, естественно, чувствуете какое-то особое уважение, оно присутствует, оно должно быть, естественно, от младших к старшим по-любому. Почему? Потому что если младшие не будут уважать старшее поколение, здесь об какой-то преемственности говорить тяжело. Поэтому, дай Бог, у нас дети золотые все, не только ко мне, но к любому старшему человеку, они с уважением. Всегда мы их заставляем здороваться, желать друг другу приятного аппетита. И вот эти все моменты в плане культуры, они тоже начинают расти. Поэтому и педагоги, и тренера все стараемся работать в этом плане с детьми. Артур Сардионович, последний вопрос, и мы вас отпускаем. Все-таки это должность главного тренера, и какая у вас цель? Ну, цель, я думаю, простая, это как можно больше футболистов готовить к Алании. К сожалению, уезжают дети. На сегодняшний момент мы понимаем, что и Алания у нас пока во второй лиге. Но именно этот момент где-то для молодежи, он должен их подстегивать, потому что вторая лига – это та же молодежь. Поэтому вот даже в прошлом году около 10, если я не ошибаюсь, 15 человек с академии перешло в Аланию. Они там подписали контракты какие-то, может, любительские, но они уже в обойме Алании, на них уже есть спросы. Ну, а дальше, что зависимо от них, им только расти и доказывать свою. Самое главное, Академия свою часть работы выполнила. Самое главное, Академия старается, и больше всего обидно бывает, когда отток идет в другие клубы. Поэтому а вот как лучше... с этим бороться? Ну, тяжело, здесь надо поднимать и условия для футбола. Естественно, команда должна выше рангом играть, поэтому у молодежи тогда будет смысл и стимул. Но самое главное – это создавать условия. Мы еще с Георгом готовились и говорили, это вот как что-то вот ценное такое лежало, ждало своего часа. Да. Его нельзя было ни в какой другой передаче до этого выпусках использовать, кроме как вот в этом. И мы дождались. Так, все, посмотрели свой сюжет. Двигаемся дальше. Артур Сардионович, хочется немного от себятины сказать. У меня есть дядя, который очень-очень сильно любит футбол. Я когда спросил его про вас, потому что в тот момент я был достаточно маленьким и за футболом особо не следил, он охарактеризовал вас двумя словами. Это ключевой и пахарь. Хочется пожелать вам успехов на вашем поприще, чтобы успех вашей команды Алании 95-го, пускай даже 96-го года наши молодые дарования подтвердили, повторили. И
вы принимали в этом непосредственное участие. Спасибо, что пришли к нам. От себя тоже хочу, да, добавить, Артур Сардионович, пожелать вам успехов в нынешней деятельности. Один раз вы уже сделали огромный вклад в 95-м году. Не знаю, хотя как не знаю, в любом случае на вашем успехе, на вашем триумфе, да, огромное количество выросло поколений осетинских футболистов, которые успешно, да, выступали в высшей лиге, в сборной выступали нашей. Теперь же вы как бы непосредственно воспитываете будущее поколение. Поэтому хочется вам пожелать таких же успехов, как и в бытности игроком. Огромное спасибо вам, что вы пришли сегодня к нам, уделили нам время. Нам с Русланом было очень интересно. Надеюсь, нашим зрителям тоже это будет интересно. Ну, хотел бы пожелать, чтобы мы еще раз увидели чемпионство. Почему? Может, некоторые, наверное, думают, что вот вы стали чемпионами, пусть больше. Нет. Почему? Потому что все мы родители, кто-то, дети есть, большинства есть дети. Я к чему это все веду? Я бы очень сильно хотел, чтобы молодежь наша тоже испытала еще не раз. Ну, хотя бы еще раз один. Те вот эти, когда стали чемпионами, вот именно хочется, чтобы молодежь их тоже испытала, прошла через эти приятные моменты, и чтобы мы ими гордились. Вот это пожелание нашей молодежи от души. Чтобы любили это дело, футбол это будет, борьба это будет, спорт надо любить. Чтобы что-то там добиться чего-то, надо пахать днем и ночью. Это адский труд. Ну, а потом, конечно... Такая благодать. Согласен. Пожелания молодежи. Спасибо. Пускай это станет доброй традицией. Да. А мы, дорогие зрители, прощаемся с вами на эти долгие 2 недели. Любите спорт и берегите себя. До свидания.